Число 19. Простое число, стоящее восьмым в ряду простых чисел. В таблице, которая перед вами, представлены числа, кратные 19, и коэффициенты их кратности. Разобьем эти числа на их составляющие цифры. При сложении цифры в сумме дают 19 в каждом частном случае. Теперь обратим внимание на результаты деления. Проделав ту же операцию с цифрами, мы можем разделить результаты на две группы. В первом случае при сложении цифр, составляющих коэффициенты кратности, мы получаем в сумме 10. Во втором – 19. Заметим, что последнее такое число, в котором мы наблюдаем эту закономерность, 6346 – количество всех аятов Корана. 6, 3, 4 и 6 в сумме дают 19. Коран состоит из 114 сур, ниспосланных последовательно в хронологическом порядке и записанных в каноническом. 96-я сура «Аль-Алак» «Сгусток» была ниспослана первой хронологически, а первая сура, открывающая Коран, «Аль-Фатиха» — пятой. Составим таблицу, в которой мы отобразим в первой колонке канонический порядок сур, во второй — хронологический. В третьей колонке запишем количество аятов в каждой суре, а в четвертой — сумму порядковых номеров аятов. Сложив числа по колонкам, имеем: сумма порядковых номеров сур Корана равна 6555, количество пронумерованных аятов — 6234. Сумма всех порядковых номеров аятов в Коране равна 333 410. Сложив сумму порядковых номеров аятов с их количеством, в результате получаем число 339 644, кратное 19 без остатка. Запишем в ряд номера сур Корана, хронологический номер, а затем канонический. Например, номер суры «Аль-Фатиха» — 51, хронологический номер — 5, а затем канонический — 1. Записав все суры, мы получаем число 468 порядка, кратное 19. Таким образом, математический код Корана подтверждает истинность обоих порядков — хронологического и канонического. Теперь мы хотим обратить внимание на структуру Корана. Изучив, как составлен Коран, мы пришли к выводу, что при составлении и разбивке количество глав и стихов в каждой из них присутствовал замысел Создателя. Более того, структура Корана и ее симметричность служат защитой от внешнего вмешательства. Коран состоит из 114 сур. 60 сур содержат четное количество аятов. Оставшиеся 54 суры составлены из нечетного количества аятов. Из 60 сур с четным количеством аятов 30 имеют четный порядковый номер и 30 – нечетный. Из 54 сур с нечетным количеством аятов 27 имеют четный порядковый номер и 27, соответственно, нечетный. У нас есть 4 категории сур с четным порядковым номером и с четным количеством аятов, например, вторая сура. С нечетным порядковым номером и нечетным количеством аятов, например, первая сура. Это коррелирующие суры. С четным порядковым номером и нечетным количеством аятов, например, пятая сура. С нечетным порядковым номером и четным количеством аятов, например, третья сура. Это некоррелирующие суры. Из первой таблицы напрашивается вывод. Симметрично Коран состоит из 57 коррелирующих и 57 некоррелирующих сур. Теперь разбиваем Коран на две половины – 57 коррелирующих сур и 57 некоррелирующих сур. Если сложить порядковые номера коррелирующих сур, то их сумма будет равна 3303. Общее количество аятов в этих сурах – 2931. Складываем 3303 и 2931 и получаем 6234. Этот результат совпадает с количеством всех пронумерованных аятов в Коране – 6234. Совпадение невероятно. Проделываем ту же операцию с порядковыми номерами некоррелирующих сур. Сумма порядковых номеров – 3225. Общее количество аятов – 3303. Сложив эти два числа, получаем 6555.
И здесь мы тоже наблюдаем совпадение, ведь сумма всех порядковых номеров сур Корана от 1 до 114 равна 6555. Мы видим, такие совпадения не могут быть случайны. Соответственно, Бог запланировал такой порядок в Коране. Теперь посмотрим на Коран с другой стороны. Разбиваем Коран пополам на первые 57 и последние 57 сур. Разумеется, что в первой половине с 1 по 57 суру 29 сур с нечетными порядковыми номерами и 28 с четными. Во второй половине наоборот, 28 сур с нечетными порядковыми номерами и 29 с четными. Заметим, что в первой половине Корана 28 коррелирующих сур и 29 некоррелирующих, а во второй половине наоборот, 29 коррелирующих и 28 некоррелирующих. Наблюдая сложившуюся симметрию в первой и второй половинах Корана, мы делаем вывод, что количество аятов в каждой суре имеет значение и не было выбрано в произвольном порядке, а наоборот, упорядочено согласно Божьему замыслу. Третий аят 89-й суры Аль-Фаджр говорит: «Клянусь четом и нечетом в подтверждение Божьего замысла». Составим таблицу из 5 колонок. В первую колонку запишем порядковые номера сур, во вторую — количество аятов в каждой суре. Третья колонка будет вспомогательной, в которую мы запишем сумму порядкового номера суры и количество аятов в ней. Например, первая сура — 7 аятов. 1 плюс 7 равно 8. В четвертую и пятую колонки запишем результаты проделанной операции. В четвертую записываем все четные результаты, а в пятую — все нечетные. И так по всем сурам Корана. В самом нижнем ряду запишем суммы чисел первой, второй, четвертой и пятой колонок, кроме третьей, так как она вспомогательная. Мы видим, что результат первой колонки симметричен пятой, или сумма всех порядковых номеров Корана, равная 6555, равна сумме порядковых номеров некоррелирующих сур и общему количеству в них аятов. А сумма всех аятов Корана, равная 6234, равна сумме порядковых номеров коррелирующих сур и количеству в них аятов. При поверхностном взгляде можно ошибочно подумать, что это просто закономерно или же подборка чисел. Однако при хоть немного глубоком анализе мы ясно видим, что такие совпадения невероятны и очень сложны по своей природе. Именно они указывают на явный замысел Создателя при структуризации своего послания. Во имя Бога милостивого и милосердного.